Казань все-таки это столица всех татар мира. Очень тяжело найти халяльные детские сады, школы. Все-таки Казань – это часть тюркского мира, который на 95% мусульманский. Вот эти точечные процессы – это один из таких способов профилактики вообще экстремистских или там радикальных взглядов. Нет такого ярого на высоком уровне отрицания вот платка. Вопрос только в том, как именно девушки-мусульманки хотят себя проявлять и проявляться. Мы по праву можем себя называть исламской столицей России. Руслан Эфенди такой плавный переход к другой теме нам дал. Казань – исламской столицей, вы озвучивали, да? Действительно ли Казань является исламской столицей? Если да, то почему? Если нет, то чего не хватает? Я вот со своей стороны хочу сказать, да, что у нас вообще такая Казань – это уникальная мусульманская столица, если брать вот нашу страну. Во-первых, потому что у нас здесь толерантный город, то есть у нас очень дружно, медно уживаются все конфессии, да, христиане, мусульмане, иудеи, мы как бы здесь живем дружно. Потом у нас проходит много разных мусульманских мероприятий, таких как Казан-саммит. Они же нигде в России не проходят, только у нас проходят уже на протяжении многих лет. И сейчас вообще, я так понимаю, что политический вектор страны выстраивает отношения с исламским миром. Вот. А так как у нас такой политический вектор, у нас уникальная возможность, благодаря таким как раз сооружениям, как соборная мечеть, привлекать сюда не только туристов, которым будет она тоже как туристический объект, да, интересно, но и в то же время это привлечет именно мусульманский мир к нам. Это усилит наши позиции как мусульманской столицы России. Вот, поэтому здесь, вот, допустим, мусульман здесь очень комфортно. У нас самая большая здесь вот турецкая как бы не община, а вот консульство, то есть консульство турков, допустим. Сейчас Казахстан у нас хорошее консульство, Туркменистан консул, да, они все здесь, Узбекистан, Иран, да, то есть у нас много таких консульств, да, потом инвестиции большие, у нас самые большие инвестиции, у нас, я насколько знаю, это от турков, у нас турецкий отель построили, у нас в Алагуе, в свободной экономической зоне, у них много разных предприятий, и они здесь все очень комфортно себя чувствуют, потому что они понимают, что здесь мусульманская атмосфера, здесь есть мечети, здесь есть халяль, да, и здесь их всегда по-доброму встречают, и там, им здесь комфортно. Поэтому я думаю, что мы по праву можем себя называть исламской столицей России, потому что у нас тут для этого все есть. А есть кто не согласен? И вот с точки зрения благопристойной моды нет, я наоборот согласна, потому что я, получается, взаимодействую с США, с Индонезией, с Францией, Марокко и, Индонезию, я уже сказала. В общем, они на самом деле очень заинтересованы в том, чтобы принять участие здесь. Да? Нет, это прямо благопристойная ассоциация, которая полностью держит всех этих дизайнеров. И они заинтересованы в том, чтобы сюда приехать. Даже в рамках Казань-саммита было очень много переговоров. Австралия, вот, они все очень хотят сюда приехать, просто вот США должны были, просто в рамках вот этой ситуации, которая сложилась, они, к сожалению, не смогли, им пришлось отказаться. Но так как именно здесь есть очень много мечетей, даже которые они видели просто вот на видео, их это заинтересовало, и они хотели поучаствовать. И вот то, что сказали относительно международного взаимодействия, я думаю, что это имеет место быть. И плюс у нас очень хорошо сочетается вот эта европейская часть с восточной, скажем так. Если даже брать тот же Дагестан или Чечню, там такой очень восточный уклон, скажем так, и этим самым Татарстан подходит под это больше. Татарстан, да, и создается вот тем самым мост между Россией и исламским миром. Как раз Казань самый подходящий для этого место. И еще один немаловажный фактор того, что Казань все-таки это столица всех татар мира. Да? Это все-таки это имеет и в Финляндии татары живут, да, разбросаны по всему миру, и все там смотрят, читают всегда Казань ориентир. Ну и все-таки это центр России, да, и действительно, я вот, еще раз повторюсь, я коренной казанец, да, родился, вырос в Казани, в Старо-Татарской Слободе, значит, и я знаю, наши казанцы все толерантны, независимо от вероисповедания. И мы видим, что
не только иностранцы, там, мусульмане, да, а со всей России ведь стягиваются в Казань. Потому что я от Калининграда до Сахалина, до Владивостока, да, работал и бывал во многих городах. Я вам скажу, такой халяль индустрии, как в Татарстане, я не видел нигде. Да, Чечня, Дагестан, отлично, замечательно. Но уровень в Татарстане на первом месте. Руслан, вы прямо направляете нашу беседу. Но прежде чем Расулу передать, я, наверное, Аминат вам Да. что-то хотела высказаться. Хоть и говорят, что Казань мусульманская столица, но это, наверное, благодаря нашим предпринимателям. Потому что если брать уровень государства, я как мать, я как тренер, очень тяжело найти халяльные детские сады, школы. Нам приходится, ну, я еще как мать, которая одна воспитывает детей, мне приходится хорошо тратиться на школы халяльные. И, например, роддома тоже. Почему я должна платить аллоклиник, там, допустим, 100 тысяч, чтобы просто меня халяль покормили. Или же большой такой вопрос был для тренеров, я знаю, для борцов тоже, куда летом водить детей в лагерь, потому что нет халяль питания. И я нашла в том году только крутушку, но моим детям пришлось заплатить родителям 25 тысяч за 18 дней, так как все обычные дети платят около 10, еще плюс 50% им возвращается. Вот, поэтому я считаю, что вот есть такое немножечко проблема, которую хотелось бы, конечно, чтобы услышали и решили. Вот относительно того, что сказала Амина, я хочу вот как раз отметить опыт ОЭЗ Алабуга, так как живу около ОЭЗ Алабуга. Собственно говоря, там именно турки решили этот вопрос, то есть директора заводов, так как они влиятельные люди, там есть международная школа Алабуга, и так как их дети туда ходят непосредственно, они решили вопрос халяль питания. Поэтому я думаю, что здесь в Казани как раз-таки крупные предприниматели, влиятельные люди должны решать вопрос вот такой инфраструктуры. Не так, как чтобы... они решили? Они просто вышли... Они вышли на директора школ, потому что я помню, когда отдавала детей туда, были вопросы. То есть я спросила, халяль у вас? Мне сказали нет, через неделю уже сказали, да, все, вопрос решен, и все 5 лет вопрос вообще не поднимается, автоматически там просто халяль питание идет. И также вот в Казани, я думаю, что здесь очень много влиятельных мусульман, которые именно, ну вот даже вы, собственно говоря, могли бы эту тему поднять вот этот самый резонанс, и чтобы школы, дирекция задумались. Потому что когда ты спрашиваешь в больнице, халяль ли у вас, они говорят, ну у нас курица. Для них автоматически курица – это халяль. Расуль Афенде, вы как бы агитатор переезда в Казань, я знаю, даже лично знаю несколько людей, которые по влиянию ваших роликов решили сюда переехать, посчитав, что Казань – это комфортно для мусульман город. Киев уже сделали это. Да, я был и остаюсь на этих убеждениях. Я сам люблю Казань, мне очень часто тоже предлагают куда-то там в Турцию переехать, в Эмираты, разные предложения. Но, как вот один шейх говорит, сильный мусульманин – это тот, кто делает комфорт вокруг себя. Я считаю, что казанские мусульмане, они преуспели в том, чтобы создать этот комфорт. Первый момент, то что, да, надо учитывать, как вот Руслан Эфенди сказал, что Казань является частью, то есть центром татар. Помимо этого, все-таки Казань это часть тюркского мира, который на 95% мусульманский, да, и это тоже часть тюркского мира, тоже один из важных факторов. Плюс нету нигде такой уровня толерантности, где 50% мусульман и 50% православных так гармонично уживаются. Я сам жил в Египте, там примерно схожая ситуация. Там есть мусульмане и есть копты. Но я знаю, что между ними очень сильная пропасть и очень сильный конфликт, да, и который может вылиться в какой-то момент, если это разжечь. По милости Всевышнего в Татарстане такого нету, здесь действительно высокий уровень толерантности, это надо ценить. Плюс то, что вот мы говорим, что это самая комфортная мусульманская индустрия в России, я считаю, что не только в России, но во многих, даже взять мусульманских стран, уровень комфорта для мусульман в Казани намного выше, чем, потому что есть там свои минусы, да. Здесь тоже, возможно, есть какие-то минусы, но все-таки плюсов здесь больше. В плане, и не берем только, потому что мусульмане не ограничиваются только
исламскими какими-то нормами, да, и комфортом исламским, чтобы у него была мечеть в шаговой доступности или халяль, но также это социальные какие-то факторы, да, это возможность заработать, это возможность безопасного будущего для своих детей. И я считаю, что Казань в этом отношении во многих факторах намного выше стоит, чем даже мусульманские города исламского мира. Человек, который жил не, ну, там, или наоборот, в очень мусульманском регионе, или наоборот, совершенно не мусульманском регионе, пытался практиковать ислам, у него из-за, с одной стороны, как бы, либо ожесточенности окружающих, либо наоборот из-за одинаковости всех, у него очень такой как черно-белый взгляд формируется. А в Казани, на самом деле, такие условия созданы, что как бы такая мешанина, и что вот это разнообразие стилей жизни, даже внутри мусульманской общины, да, он уже, в принципе, раздвигает взгляд человека, да. Кроме того, из-за того, что происходит, скажем так, ну, условно говоря, появление всяких мусульманских там салонов красоты или там мусульманских чего-то, кафешек у нас куча много, да. То есть туда ведь и светские люди, и русские, например, и христиане приходят, там в халяльные кафешки приходят русские, да, там им нравится, так далее. За чистотой. Уровень Да. доверия поднимается к халяле. Да, то есть это с одной стороны это уровень доверия к халяле, а с другой стороны это, ну, я вообще считаю, что путь такой потенциальной дерадикализации, да, то есть вот эти постсекулярные процессы это один из таких способов профилактики вообще экстремистских или там радикальных взглядов, потому что у человека, у него не зашоренный взгляд становится, да, он понимает, что и внутри мусульманской общины может быть разнообразие стилей жизни, и вокруг, в принципе, тоже, оказывается, все, как может быть, довольно безопасно, да, как бы, и, в общем, более-менее, понятно, есть эксцесс, это все само собой, да, но вот, как бы, казанский кейс, он, мне кажется, этим актуален, то, что мы, в принципе, можем предлагать миру дальше, да, то есть, скажешь, в чем особенность так называемого татарского ислама. Но для меня, как бы, если 20 лет назад еще были по поводу этого какие-то вопросы, но сейчас, мне кажется, это очевидно, вот, ребята, приезжайте в Казань, да, вот увидите, да, что у нас есть. У нас есть, точнее говоря, хорошие рестораны, да, где ты можешь покушать, и при этом там все будет халяльно, и не обязательно это будет только плов. Да? То есть... Кстати, в Москве, когда еще в советское время первые халяль магазины открылись, первые посетители были евреи. Ну да, как-то там. Самый близко к кашруту. И у нас многие православные покупают халяльную еду, потому что она считается как дополнительное качество, дополнительный контроль. Кстати говоря, тоже дополню к вот той толерантности, да, которая в Татарстане вообще присутствует вот в нашей, значит, борьбе, да, за вот право ношения платков, да. Всегда РПЦ всегда выступает на нашей стороне. Всегда Русская Православная Церковь, то есть на стороне верующих, за платки, то есть всегда призывает, да, и как бы в своем там окружении всегда нас поддерживают в этом вопросе. Относительно как раз-таки того, как принимать девушку в платке, это тоже очень важный вопрос, в плане того, что была ситуация, когда две девчонки раскачивали относительно в каком-то заведении, там платки запрещали по уставу носить, якобы все головные уборы. И когда прокурор сказал то, что не запрещено, то разрешено, тогда просто мой восторг, он был на высшем уровне. Я поняла, что на самом деле нет такого ярого на высоком уровне отрицания вот платка. Вопрос только в том, как именно девушки-мусульманки хотят себя проявлять и проявляться. Интеграция. Потому что многие вот в ту же прокуратуру не пойдут, потому что они думают, что им туда путь закрыт, потому что она в платке, и туда не возьмут. И такое ощущение может возникнуть, потому что охранники, они, ну, скажем так, другого уровня мышления люди, и когда ты туда приходишь, они на тебя смотрят, вы точно сюда? Как бы. И вот этот вопрос меня всегда немножко смущал, даже я задавалась вопросом, точно ли я туда, но когда поднимаешься, начинаешь уже работать, ты понимаешь, что вопроса в том, что тебя не воспринимают как профессионал, его нет. Я хочу в пример привести именно политику руководства Республики Татарстан, которая действует абсолютно в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Потому что Конституция, ваш прокурор прав был, Конституция Российской Федерации гарантирует равноправие граждан, да? То есть все представители всех религий у нас равны, да? И Конституция гарантирует невмешательство государства в частную жизнь. То есть если женщина приняла решение носить платок, это ее частная жизнь. И Конституция гарантирует невмешательство. Никто не вправе там ей диктовать форму одежды, если это не вредит окружающим. А платок на голове женщины не вредит окружающим. Вот в школах Татарстана тоже девочки, то есть, да, школьницы, имеют право ходить в школу в платках. Руководство Татарстана, однажды еще тогда был и президент республики, да, Рустам Нургалиевич, и министр образования на тот момент Энгель Фаттахов. Есть видео, да, везде в интернете, что он заявил, что в традиции нашего народа это есть, значит, ношение платков. И те семьи, где девочки в таком духе воспитаны,
множество, мы, говорит, препятствовать не будем, потому что это традиция наша народа. И это, опять же говорю, полностью соответствует нормам Конституции Российской Федерации. И вот хотелось бы это привести в пример другим регионам, там, где пытаются вот это вот ограничить, да, свободу, как-то вмешаться в личную жизнь, как-то там, значит, нарушить права человека. Иногда мне кажется, что люди просто терпят. Потому что мусульманкам приходится доказывать, что мы спортсменки, например, мы можем показать результат, а не просто, она там в хиджабе, она это бросит, когда там пубертат настанет, или да, она вообще, и учиться ей вообще не надо, да, и институт она забросит. Ну, что ж, я вам докажу, мне приходится вот так, если честно, работать. Поэтому я бы не сказала, что все вот за платок, но им приходится терпеть, потому что есть закон. Как бы, ну работай, тебе никто. И почему для меня это важно? Потому что я здесь коренная, моя мама здесь, моя бабушка здесь, и это мой город, и мне бы хотелось, чтобы это было на уровне прямо государства. У нас еще Казань, значит, признана сам гастрономической столицей России. Вот, ну, на самом деле, вот, если по-честному брать, вот я даже хоть как сам ресторатор, как сам участник ассоциации, я думаю, что вот как гастрономическая столица мы немножко не дотягиваем, потому что есть Москва, Петербург, где там очень крутые там заведения. Екатеринбург. Да, Екатеринбург, да. Но зато мы точно являемся халяльной гастрономической столицей России, потому что такого количества халяльных кафе и ресторанов в России больше ни в одном городе нету. Потому что я знаю многие производства, которые уже делают, халялизируют свою продукцию. Допустим, у Мумадыш, вот Рифат Мутыкулин, да, вот я знаю, что у него там огромное производство, он сейчас там делает халяльную линейку, да, потому что чтобы там, мы у него покупали халяльную продукцию. И многие вот производители, они тоже сейчас к этому переходят, потому что понимают, что это нужно, это востребовано, а с каждым днем это все больше и больше востребовано. Вот. И потом еще хочу добавить, то, что много где я бывал, но я хочу сказать, что наш город Казань, да, он уникальный. Вот вы очень красиво его описали, атмосферу, которая у нас сложилась, да, вот эта толерантная атмосфера, где мы все вместе дружно живем. Поэтому Прям хотелось переехать. Да, я всех друзей вовлекаю в то, что надо в наш город переезжать, потому что у нас в городе есть все. У нас есть шикарная набережная, у нас есть спортивных много учреждений, потому что я еще вот тоже борьбой занимаюсь, тоже детей мы тренируем, там у нас много турниров проходит детских, мы тоже там организовываем. И к нам со всех регионов едут спортсмены, едут из Дагестана спортсмены, к нам из Чечни приезжают. И они все в восторге от нашего города. Я всем друзьям говорю, если есть возможность переехать в наш город, обязательно переезжайте. И я уверен, что наш город будет расширяться, расти, и численность людей в нашем регионе, в нашем городе, она будет расти, потому что сейчас еще строят трассу Казань-Москва скоростную, да, когда ее построят, там это просто до Москвы можно будет добраться там, за 6 часов. Ну, соответственно, у нас... Да, у нас соборную мечеть у нас построят. Да, это же будет уникальный город, такого нету нигде. Я даже, то есть мы в мировом масштабе еще можем посоревноваться. Я не хочу никуда из Казани жить, потому что мне здесь комфортно, это мой родной дом. И мне хочется делать именно Казань лучше в плане для и мусульман, и вообще для людей. Поэтому я У меня есть согласна. друзья москвичи, которые переехали в Казань из Москвы. Именно только ради того, чтобы жить на родине. Нет, я сам в Амстердаме жил, в Цюрихе жил, в Алмате жил, в Питере жил. Все вернулся. Обращаются, у меня многие москвичи, кстати, целенаправленно, москвичи, да, они прям хотят жить в Казани, не хотят жить в Москве, хотят жить в Но Казани. относительно негатива, на самом деле, мне кажется, что надо всегда его высказывать, потому что это двигатель к изменениям как раз. Да. Если всегда сидеть в заведении, в котором попадается стабильно волос в тарелке, типа, ничего страшного, то оно так и будет всегда. А если постоянно это проговаривать, на какой-то раз уже написать жалобу и добраться, то я не душный человек в этом плане, но мне кажется, что это все-таки двигатель процесса, потому что в Казани, откровенно говоря, сервис, он очень и очень плох. Руслан Анатольевич, а можно вопрос? Вот у нас свобода слова же есть, да, в Татарстане? А есть у нас свобода после слова? Последнее слово. Последнее слово.